Спустя несколько дней репетиций в центре Сухума проходят показательные антитеррористические учения. На площади Свободы высшее руководство Абхазии, а также главы всех задействованных ведомств. Всего в учениях принимают участие 500 человек. По легенде, к зданию сгоревшего Совмина подъезжают члены условной диверсионной террористической группы и, захватив заложников, укрываются в здании. 2 бронетранспортера блокируют подъезды к Совмину, а автомобиль террористов проверяют на наличие взрывчатки. Сначала кинологом с собакой, а затем специальным роботом для разминирования. В здание заходит переговорщик, но по легенде террористы не идут на контакт. Спустя несколько минут над крышей Совмина зависает вертолет с десантной группой. Параллельно штурмовая бригада с бронещитом проникает на первый этаж и начинает продвижение к помещению, где удерживают заложников. Десантная бригада с помощью альпинистского снаряжения выходит на исходный рубеж перед командой «Штурм». По команде происходит подрыв окон и вход бойцов в здание. Снизу в это же помещение заходит штурмбригада с бронещитом. Слышна стрельба, террористы обезврежены, заложники под контролем. На 3 автомобилях прибывает группа конвоирования. Они выводят заложников на улицу и обеспечивают их безопасный отъезд. По легенде, во время осмотра этажа бойцы обнаруживают террориста. Его ликвидируют пулеметной очередью из зависшего вертолета. Здание зачищено, заложники в безопасности. Руководитель операции подполковник Атумава докладывает руководству о ликвидации. Сразу после учений построение. Председатель службы госбезопасности Роберт Киут приветствует бойцов из России и Абхазии. В первую очередь хотел бы поблагодарить всех вас, пожелать вам успехов, благополучия, самое главное здоровья. За короткий промежуток времени вам всем удалось очень красиво, правильно, все хорошо, выверено провести работу. Задача, которая перед вами стояла, была выполнена в полном объеме, что характеризует вашу непосредственную подготовку. В антитеррористических учениях были задействованы специальный отряд быстрого реагирования МВД, бойцы Центра специального назначения и отдела сопровождения оперативных мероприятий СГБ, а также других подразделений МВД, МЧС и Министерства обороны. С российской стороны в учениях приняли участие спецы из подразделения ЦСН Федеральной службы безопасности. Сегодня были проведены, на самом деле, впервые в истории республики из наших спецподразделений такого рода мероприятия совместно с нашими коллегами из ФСБ. Данное мероприятие было вообще, в принципе, организовано с учетом, в первую очередь, внешних угроз, которые существуют, и, соответственно, внутренних различных проявлений террористического и другого характера. Для первого этапа я считаю, что ребята проявили себя достойно, и впредь, я думаю, будет еще красочнее, еще лучше. Мы хотим, чтобы наши граждане поддержали нас в этом, как говорится, проявляли бдительность и вообще в целом, чтобы этого у нас в стране не было. В будущем совместные российско-абхазские учения будут проводиться чаще и масштабнее. Учения с привлечением дополнительных сил Минобороны и других ведомств пройдут в море и в горной местности. Все для того, чтобы быть готовыми отразить атаку с любой стороны. Надежда Боровикова, Георгий Кутарба, Абаза ТВ.